Короче, сегодня у нас в процессе разбора вот такой вот индивидуум. Как он там называется-то? Arctic. Да, вот даже вот есть такая вот бумажка, где написано, что это газовый редуктор Томасетта Arctic. Вот сегодня мы будем его препарировать, так сказать, так как редуктору 7 лет исполнилось, или больше может быть, и он немножко не в форме. Вот. Куплен вот такой вот наборчик для ремонта, ремкомплект, короче говоря, тут фильтра, прокладки всякие разные. В общем, сейчас мы его будем разбирать. Нам приволокли емкость приемную, происходит зачистка. Зачистка происходит очистителем тормозов. Специально купленный баллон. Ух ты, как тут все хорошо происходит-то. Редуктор рабочий стоял буквально несколько часов назад на автомобиле. Пришло время поменять прокладки. Кстати, удобная штука, не то что тряпочкой его там тереть. Вот. Нам надо, короче говоря, тупо его располовинить, поменять прокладки и поменять мембрану. Болты у нас, которые половинят редуктор на его запчасти, шестигранные, как они, торексы, да, торексы называются. В принципе, очень удобно. Так, с какой стороны его начать? Да, короче, здесь находится фильтр. Ассистент, во, я ассистент. Сейчас мы посмотрим, в каком состоянии. Ты давно менял фильтр? Весной. Весной? Он не был особо грязный. Вот в таком состоянии. Ну да, грязновато. У меня О, с него даже вот сыпется какая-то беда. Вот такой вот у нас газ. О, да тут вообще прямо нормально так высыпался. А у меня, прикинь, чисто было. Я, видать, в определенные часы на газовой заправке заправлялся. Он почище. Кстати, сейчас рекомендуют, они вот когда газ устанавливаешь, они говорят, после того, как слилась корова на этот самый, на колонке, 2 часа, чтобы прошло, после этого заправляйтесь. Там оседает какая-то там фракция. А 2 часа кто все? Остальные люди, которые там заправляются? А это те, которые вот раньше, как ты, ездили, у них вот такая вот штука образуется. По сути, здесь ломаться-то, как бы по большому счету, если только он пополам, наверное, треснет. Вот этот болтик, это болтик крепления к кронштейну, который непосредственно уже к автомобилю крепится. Даже крышка есть. Что и будет на самом деле. А она прогибается, продавливается. Продавливается. Угу. Поэтому она в ремкомплекте идет. Сказали, что такого, типа, у тебя хороший редуктор достался. Чем он хороший, не объяснили. Вот, да, классно они поступают, сказали хороший. Ты такой довольный уходишь, блин, тебе повезло, остальным нет. Вчера были плохие. Да, вчера плохие, они закончились, так что... Так, ну что у нас тут процесс? Так, может все-таки его... Не отходит? Не знаю, я так слегка. И надо, наверное, все-таки вот этот датчик, мне кажется, открутить. Его по периметру стучать. Ну как сильно, она же алюминиевая. Думаешь, лопнет? Ну да. Он, мне кажется, легко лопнет. Чего? Еще можно вторую сторону открутить. Может, что-нибудь его держит? Вполне возможно. Это же Италия. Да. Как они там... Кстати, это Италия, да. Он даже номерной. Фига себе. А может быть, он еще тупо и закис, что вполне Запросто. вероятно. Ну, он явно не алюминиевый, он какой-нибудь дюралевый, поэтому сильно по нему стучать не обязательно. Нет, новый, конечно, это проще. Я так подозреваю, ты хочешь, наверное, новый? Да. Я, кстати, тоже хочу, хотя у меня новый редуктор, но я все равно уже хочу с большим объемом. По идее, должен раз и сняться. И не снимается.
Совсем не держалась. Это, кстати, кто? Это клапан, который закрывает, Да, открывает. да. Вот сюда надо подсунуть и тыкш. Нет? Так можно и сюда подсунуть, блин, видишь? Ну, согласно инструкции, он просто берет и половинится. Или наш инструментарий вот такой вот хорошей отверточкой. О! Вот ему не хватало грубой мужской силы. Эх вы, итальянцы. Так, все-таки что-то, по-моему, здесь не отходит он, надо выкручивать его. Смотри, не отходит. Думаешь, он, Да бог его знает, как они его там прилепили. Я вот тоже менял его, я не помню. Ну, тогда даже не знаю. Вроде пошел, да? Рассыпается. Так, прокладочка там как-то. Оп-оп. Ух ты, как все тут. Ну, как бы, видишь, она уже скукожилась, я так понимаю. Да. У меня тоже, у меня она такая наоборот была, это как будто разъела ее. Как будто вот прокладки делают, как вот есть же резина маслостойкая, бензостойкая, да? Ну смотри, он не тек с этой стороны, вот судя по... Вот только вот да, этот момент. да, это здесь. Но это тосольный шланг. Так, Да, ну, есть, вот, есть. Ну, не знаю насчет ну, того, это прямо не, я не думаю, что... Смотри-ка, получается, здесь как Ну, как водяная костюм. рубашка, да, и Водяная она рубашка. обогревает газ. А у меня на том редукторе сюда не просто, просто да. рубашка, а вот так вот зигзагообразно все было. Я бы не сказал, что прям совсем так плохо. Да. Тут Ну, нормально. Есть, конечно, Но это, в некоторых местах отложения. это естественно для нашего какого-то, для наших жидкостей, которые у нас используются. Да, вот здесь что, пружины, резины, что внутри стоит вот в этих? А что инструкция нам говорит? Ничего не говорит, они не разбирают ее. Да, инструкция, правда, тут нам ничего не говорит. Она говорит, вот прокладка и все. А что там, как там? Ну, судя по всему, оно прикипело. Если по первой прокладке смотреть, значит, его надо либо обстукивать долго и упорно. Народ скажет, зачем вы ее ломали? Уже самое, Зачем вы ее ломаете? Фух. Такой звук был неприятный, господа. Просто вообще, вот прям крайне неприятный. Ну, а как в автосервисе тоже на коленках их собирают. Когда мой первый редуктор второго поколения при мне собирали, разбирали. Так, грязь, я говорю, тогда грязь же. Да ничего страшного. Ну, тут вот грязновато, какой-то налет. Где-то надо, наверное, это отмыть. газ, наверное. Да, это от газа. Ага. Ну, вот та же самая фигня, которая в фильтре. Видишь, такая рыжая. О, а почему она отдельно? Так и должно быть? Наверное, так и должно быть. Она вот здесь вот фиксируется и крутится, да? И не крутится. А, ну да, получается, регулирует шток. Ну, вот сама мембрана, слушай, ну она, по-моему, целая. Деревянная. Деревянная, но целая. Хотя, с другой стороны, если бы она была не целая, она бы... Да, она не работала. Заметьте, кстати, автомобиль исправно работал. Это просто профилактика. А вот как она становится? Кто знает? А, она, видишь, на ней вот так чик, Да, сидит. как-то надо... А, ее в какую-то сторону В какую сдвинуть сторону надо. А двинуть? вот в какую? Тут не совсем понятно. Судя по всему, я так понимаю, что вот туда надо толкать. Да, вот она даже, по-моему, пошла. Да, вон, видишь, туда надо. Только Мгм. далеко толкать надо. Теперь ее наверх надо. Вот, короче говоря, да, вот видите, такая вот. Сюда одевается и сюда вставляется. Защелкивается. Защелкивается. А новая более эластичная же, да, у нас? Я думаю, Да, значительно эластичнее. Ну, резинка еще живая, скажем так. В руках не рассыпается, но все равно, если есть что поменять, то лучше поменять.
Вот и весь газовый редуктор. Я бы не сказал, что прямо тут, Сверхсложно? да, и как бы супер грязно. Вот, вот это есть смысл открывать? Тут регулировки нету. Ну можно выкрутить да позырить, что там. Смертельный номер. С таким оригинальным звуком выкручивается. Что там? Просто пробка, да? Там никто. Может быть, там что-то должно стоять? Не, ну оно Если ты, допустим, покупаешь модель люкс, там тебе какой-нибудь датчик расхода газа или там... ну может какие-то, да, может что-нибудь вкручивать. Правильно, корпуса же получается все одинаковые, Да, да, и скорее всего что-нибудь дополнительное еще какое-то действительно оборудование есть. Решились на препарирование до конца, до талого. И там все равно надо резинку. Ну надо посмотреть, что там. По-моему, простая качелька. Что он в плохом состоянии? Ну вот. Это она вообще? Да, это она. Да. Другой быть не может. Она просто вот с этой стороны отлив. Ну она, наверное, вот сюда с дырочкой, тут нету дырочки. Я думаю, ее ножичком оттуда надо просто подковырнуть и все. Так вот раз. И все, мы ее извлекаем. Держится она ни на чем. Вот. Вот она старая деталька, вот вернее старая деталька, вот новая деталька. Ну и новую мы сразу туда, или ты еще чистить будешь ее. Ну вот получается осталось тут ничего. Разобран весь. Так, вот этой пипкой, короче говоря, одеваем туда. Близко. Оно туда туго вставляется. Так раз, раз, все. Вот и поменяли. Ну так вот поступает редуктор с прокладками. Ну что-то даже отваливается. Какие-то хрустящие элементы. В общем, вот таким вот образом все это дело чистится. Дальше. Вот, обратите внимание, вот такой чистоты у нас теперь редуктор. Болтики блестят как новые. Или это новые? Нет. Это старые болтики. Это Заменена площадочка контактная, которая перекрывает отверстие. Все прям собирается с умом и сообразительно. Даже звук поменялся. Мембрана. Вот ее теперь надо вставить. таким же образом, как она и была. Вот, вставляется оно значительно Проще. Она, наверное, просто деформированная, старая была уже. Так. Внутрь вставляем пружинку с каким-то прибамбасом. Вот такой у нас прокладки же нету, я так понимаю. Устанавливаем обратно уплотнительные колечки. Для, как они называются, патрубки, да, охлаждающие жидкости. Может, они сюда должны? Скорее всего, вот так вот. Так, я думаю, проще. Вот так вот плотничком все это дело вставляется. Так, они же у нас одинаковые, да, что ли? Да, что они правый? одинаковые. Одинаково зеленый. Одинаково зеленые. Так, теперь вставляем регулировочный болт. Ну, если мы его не регулировали, значит... Ну, как бы не проблема. Так сейчас неудобно будет ее вставлять, там надо их, наверное, как-то разместить вот так вот, чтобы она хотя бы обувалась. Или она... Да, вот так. И Всё. теперь зафиксировать все это. Вот и начался процесс сборки. Закручиваем по периметру болтики. Ну и, соответственно, придавливается пружина. Стягивается корпус, так скажем, воедино.
Всего у нас тут получается 1, 2, 3, 6 болтов, да? 6, 7. 7 болтов. Тянуть здесь сильно не надо, потому что из этого материала, мне кажется, резьба выскочит только просто на ура. Так, вот у нас новый клапан с пружинкой. Так все это дело выглядит. Раз, и туда его впендюриваем. Внедряем, так сказать. Надо чем-то нас проклянуть, наверное. Скажут, что у нас нет сертификата, но у нас есть плоскогубцы. Но это универсальный инструмент. И вот так вот одевается корпус клапана. Котушка. Заметьте, вот эта часть не очистилась совершенно, хотя в принципе, ну, грязь основная была, здесь она убрана. Вот устанавливается прокладка, новая, заметьте, новая. Ставится почищенная крышечка. И закручиваются болтики. Наживляются, а затем закручиваются. Опять же, это очень сложная хирургически практически операция, поэтому самостоятельно делать это не рекомендуем вообще ни в коем случае. Обращайтесь Очень в сервис. сложно, только к профессионалам, только в сертифицированном. Сертифицированный, не просто Да. в сервис, а именно есть сертификат. Каждое отверстие найдет свой болтик. Мы же не могли где-то засунуть две. Две. Конечно, могли. Почему не могли? Мы могли. Вот. Вот в этом-то как раз и заключается сертифицированный работник и И не сертифицированный. Вот сертифицированный сразу знает, что 2 шайбочки нельзя ставить. А я уверен, что в сертифицированном центре даже искать бы не стали. Это точно. Они бы ее просто закрутили. Сказали, так и было. Там. Вот так вот нехитрым способом прокручиваются все, без какой-либо системы. Нет системы, да? Да, То есть- системы. Без динамометрического ключа. Ну, здесь у нас нету литературы на данный редуктор. Так бы мы, конечно, выяснили, какой момент затяжки. И закрутили бы. Просто здесь рукой, не усердствуя, прям так, чтобы не сорвать никакую резьбу. И вот прикручивается температурный датчик на место. Вот и все практически. Редуктор почти что собран. Во всяком случае, корпус со всеми прокладками. Ничего в этом сложного нет. Ничего. Сколько такая процедура? Так, и теперь у нас остается фильтр. Да, а тут болтики новые, кстати, есть. Тут все есть. Да, заметьте, тут даже болтики, не просто крышечка с прокладками и фильтр, а даже болтики новенькие есть. Так, прокладки. Там надо не забыть. А вторая? А, ты уже положил? Все, вот, да, устанавливаются прокладки, закрывается крышечка и закручиваются болтики. Свежими, Свежие, да, новые. не потянутыми. Вот так вот все это происходит. Вот, и мы получаем новый 7-летний редуктор. Берем спецключ, затем. Да. Ну, Вот, в принципе, на этом и все. ну, все. Надеемся, что будет работать. А что надеяться? Тут как бы, если оно работало, то оно и сейчас будет работать. Ну все. Вот и все. Всем пока. Всем спасибо. Да.